14 шахматных досок. По одну сторону лучшие шахматисты Абхазии от 6 до 16 лет. Напротив, чемпион мира по рапиду и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной России и обладатель Кубка мира 2015 года Сергей Корякин. Он уже второй год приезжает к нам в Абхазию с визитом. В прошлом году он также проводил сеанс одновременной игры. Мы проводили это на берегу. Тоже участвовало 15 человек наших шахматистов. И по итогам игры один наш спортсмен Аджи Джелескар выиграл у гроссмейстера. И Турков Богдан у нас свел партию в ничью. Остальные, к сожалению, не смогли оказать достойное сопротивление, но в этом году надеемся, что результаты будут лучше. И Богдан Турков, и Оскар Аджинджал снова участвуют в сеансе одновременной игры. В зале шепчутся, что гроссмейстер в подробностях помнит прошлогоднюю партию, которую проиграл. Спустя 20 минут первое поражение. Нарту Кешмария 10 лет, и он впервые играл с международным гроссмейстером. Сергей Корякин выиграл, и неизбежный мат – это когда любые ходы ты не можешь сделать. Он сначала шах дает, ты отходишь, а это получается он с одним ходом может мат тебе поставить. Оскар Аджинджал – шахматист с 10-летним стажем, обладатель первого разряда. На встречу с Сергеем Корякиным он пришел с экзамена по алгебре. Партия была напряженной и продолжалась почти 40 минут, но повторить прошлогодний успех Оскару не удалось. Мы играли на Брехаловке, там он давал сеанс одновременной игры, как и сегодня. Если честно, сам не ожидал. Так получилось, то, что выиграл. Повезло. Сегодня отомстил он мне. Так получилось то, что проиграл. Ну что, я зевнул там, ладью, фигуру. И дальше уже пошло. Да, допустил ошибку и потом посыпался. Богдану Туркову 15, и у него тоже первый взрослый разряд. По итогам турнира с гроссмейстером Богдан показал лучший результат – ничья во второй раз. Но юный шахматист не очень рад, он больше любит побеждать. Если честно, мне сегодня повезло. Там была полностью игровая позиция. Я решил просто туда-сюда играть, повторить позицию, он согласился. В итоге мы туда-сюда поиграли. И в итоге сделали троекратное повторение позиции, и он согласился на ничью. В прошлом году у меня позиция была намного лучше. Не намного лучше, но получше стояла. Он мне предложил ничью, я отказался. Потом следующим ходом, когда он подходил, я уже ничью предложил. Он тогда уже согласился. Вообще ничью я играть с любым шахматистом мне как-то, не очень. Я люблю прям на победу играть. А тут, когда Сергей Корякин, тут как не сыграть ничего. Сеанс одновременной игры завершился через час и 20 минут. Гроссмейстер Сергей Корякин высоко оценил уровень молодых абхазских шахматистов. Я считаю, что хорошая традиция, уже действительно второй сеанс одновременной игры. В первом мне было совсем тяжело, потому что в первом сеансе я одну партию проиграл. Сегодня удалось взять реванш у этого мальчика. Но в целом самое главное, что борьба, что всем интересно. Одна ничья была у нас сегодня боевая. Это говорит об общем сильном уровне соперников, то, что мне приходилось задумываться, легко не было. И я думаю, что результат, в принципе, по игре, по делу. Сергей Корякин обещал приехать в Абхазию снова, и нашим шахматистам придется хорошенько потрудиться, чтобы вырвать у него победу еще хоть раз. Ведь Сергей Корякин не просто чемпион мира, а один из самых молодых гроссмейстеров в истории. Высшее звание в шахматах он получил в 12 лет и 7 месяцев, за что попал в Книгу рекордов Гиннесса и 20 лет удерживал этот рекорд. Надежда Боровикова, Инна Лагухава, Абаза ТВ.